Всем привет, ребят! Вот мой Suzuki 6. Вчера я выложил видео, где я в пути ремонтировал этот мотор. Забивается карбюратор мусором. Многие дают советы, не знаю, может правильно, может умничают, но хочу всем одним разом ответить, что здесь происходит вообще. Многие просят меня поменять бак. Пластиковый бак лукойловский из-под масла, не из какого-то промышленного, я не знаю, из хозяйственного или что-то еще. Такой же бак стоит у меня. Вот и тут такой же пластик. Вот смотрите, что здесь пластик, что у меня бак пластиковый. Одинаковый. Зачем менять? Толку я от этого не вижу. Стоит фильтр от Жигулей. От Жигулей фильтр стоит для того, чтобы мусор меньше попадал. Насос в карбюратор. Здесь стоит второй фильтр. Вот, штатный, который на моторке. Один фильтр не справляется, мусор все равно идет. И, как сказать, в следующих частях я покажу, что там творится в этом фильтре. Что происходит, что идет через, что выделяет бензин. Что там накапливается, какая-то похожа на вату. Так что не надо грешить на бак. Бак одинаковый. Я буду ездить на этом баке. Вот на этом. Я буду заливать бензин в этот бак, в штатный бак. Ничего не поменяется, ребят. Я ездил и ничего не менялось. Пишут, что 15 лет они или 10 лет там ездят на Судзуки, ни одного ремонта не было. Ну, поздравляю вас, вам повезло с мотором. Я этот мотор купил с нуля. 51 тысяча стоил мотор. Обкатывал, на малых оборотах я ездил. Примерно 8 часов отработал. У меня вот тут магнита полетела. Сгорела, искра пропала. Кто в этом виноват? Олег виноват, что у моторки искра пропала. Да нифига. Это такой хлам продает Судзуки. Повез на ремонт. Удивляются, как это у Судзуки искра пропала. Грешили также на колпачок. Свечной вон там. Поменяли, ничего у них не получилось. Пришлось поменять гарантийно. Поменяли этот, как сказать, магнито. Сейчас в данный момент моторка работает. С искрой пока проблем нету. Одна проблема, и не только у меня, у многих односельчан забивается этот карбюратор. Забивается. Вот ответьте, чем, почему забивается? Дальше я вам покажу, в чем причина, что там накапливается в этом фильтре. Вот такие дела. Вот ответьте, и вам скажу спасибо. От чего забивается этот карбюратор? Бак там, крышка, что-то там у меня не открыто. Зачем так писать? Что я там 1 год, что ли, езжу? У меня стаж, блядь, больше 20 лет. Этим мотором я езжу там с ветерка начинал и этот хлам купил. Такой же хлам, ребят. Редуктор ломается. Видели, в каких условиях моторка используется? Через какие заторы, сколько ударов мотор получает? Ездят по хорошей воде, блядь, потом пишут, что у них мотор не ломается. Да пишите хоть что. А я реальность показываю и рассказываю, что в практике происходит с мотором. Ушко вот это, скотч увидят, скотчем намотано. Зачем намотано? Потому что все это вот так от вибрации этот пластик, как, я не знаю, очень твердый, ушко ломается. Этот мотор никому я не посоветую покупать. Рано или поздно, может, и сам продам. Может, покупатели будут. В принципе, мотор работает хорошо. Но у нас уже многие перешли на двухтактный. Четырехтактный говно техника, честное слово. Что бураны, что моторки. Будут спорные
это, как его, будут со мной, конечно, спорить. Свою технику каждый хвалит. Я тоже не так сильно огорчен, что вот этот, как его, моторка очень плохая. Моторка, задний ход есть, вперед едет хорошо, хорошо работает, ровно работает. Один плюс магнита вот мертво стоит. У ветерка, у двухтатных, он, когда газуешь, он туда-сюда ходит и тоже изнашивается. Рано или поздно там появится люфт, искра потом теряется. У ветерка это слабость. У этого хорошо сделан магнит, она на месте стоит. Вот. Ну что еще добавить, блин? Так. Также сейчас комментарий был, ну это как бы поговорка, пословица. Какой хозяин, такой мотор. Ну, виднее вам. Я свою технику люблю. Как бы всегда осмотр делаю, то пыль там вытеряю. Есть люди, которые, блядь, вообще на мотор не смотрят, как и на оружие, ржавеет там. Не от этого роль играет. Просто вот мне попался этот сюрприз и будет мозги мне пудрить, может, до конца своих, как сказать. И, ну, самое главное, сейчас я причину нашел, что если обороты теряют, надо разбирать по-быстрому карбюратор. Это полчаса времени уйдет, и там быстренько продуть, и проблем никаких нету, дальше поехал. И у односельчан также не раз говорит, это болезнь, говорит, у Судзуки, болезнь. Многие это уже жалуются у нас. Такие дела. Это фигня причина, так что будем привыкать. И еще там, ну что еще? В принципе, по ходу дела буду рассказывать, показывать. Сериал есть сериал. Я всех предупредил, что этот поход будет многосерийным. Что-то психуют некоторые, учат, как мне видео там записывать, сколько частей. Я менять ничего не буду. Кому нравится, смотрит. Кому не нравится, дело ваше. Ну и двери открыты на канале. Подписывайтесь, подписывайтесь. Так что в данный момент я выкладываю этот сериал. И всем приятного просмотра. Надеюсь, вкратце я рассказал. Ответил на ваши вопросы, ваши советы. Этот бак пластиковый и мой бак, разницы никакой нету. Так что можно еще попробовать железным баком, канистрой, алюминиевым. Алюминиевая канистра, в принципе, 92-й бензин, алюминий тоже, как сам по себе бензин тоже съедает алюминий. И такой бензин, раствор с алюминием, получается, что одно и то же будет, ничего не поменяется. Вот одно у меня как бы ответ такой, что бензин какую-то реакцию дает. Может действительно что-то, да вроде неоткуда больше здесь попадать. Через 2 фильтра проходит топливо. Где именно вот еще может попасть этот мусор? Я 1000 фильмов смотрел про ремонт карбюратора, и там ребята также, как сказать, показывали, что мы, говорит, разбираем карбюратор, вообще ничего на глаза не попадает, продуваем и начинает ехать. Так что микро частицы там накапливаются, и вот такая проблема. Не в крышке дело, что у меня там крышка там закрыта. Если крышка у меня закрыта или недостаточно открыта, это уже моторка там глохнет, воздух меньше поступает, он не едет. Не в крышке дело и не в канистре. Дело в бензине, в топливе. И вот, если такие умные, ответьте, как попадает мусор
карбюратор? Вот такой вопрос для вас. Пишите. Я буду внимательно читать ваши комментарии. Если понравится, конечно же, ставлю обязательно сердечко под вашими комментариями. Под вопросительным знаком стараюсь отвечать, если нормальные вопросы, адекватные. Вот. Ну, все. На ваш комментарий я вроде как ответил. Просто не втерпешь мне ответить. Я уже, в принципе, тоже одно и то же пишут 100 раз. Писать, отвечать неприятно. Я лучше одним махом на все вопросы ответил. Ответил на то, что не в баке дело, не в крышке и не в фильтре. Это дело... Вот сами ответьте, в чем может быть причина, почему забивается карбюратор. Вот такой у меня вопрос. Всем пока. И ждите новые серии. Она сегодня или же завтра обязательно выйдет.